Здравствуйте, уважаемые зрители! Это видеоподкаст Министерства экономики и коммерции. Сегодня мы поговорим о женском предпринимательстве и самозанятости в регионах, государственной политике и поддержке. Развитие женского предпринимательства – это устойчивая часть развития регионов. Государственные программы, законодательные инициативы и поддержка женских объединений играют ключевую роль в создании равных возможностей и укреплении позиций женщин в бизнесе. Сейчас мы обсудим, как Министерство экономики и коммерции Кыргызстана строит политику в этой сфере, какие меры уже приняты и что еще предстоит сделать для эффективного регулирования и развития. Сегодня у нас в гостях заведующий отделом развития предпринимательства Нурбек Сейдахматович Умиталиев. Здравствуйте еще раз. Давайте тогда начнем наше обсуждение. Какие отрасли наиболее привлекательны и перспективны для женского предпринимательства в регионах? Женщины на сегодняшний день в основном занимаются трудом. Это в сфере образования, торговли, консалтинговые услуги предоставляют, вы знаете, еще общественное питание. Наиболее новые сферы – это IT-технологии, которые сейчас женщины больше вовлекаются, и их число увеличивается наравне с мужчинами. Есть услуги в сфере консалтинга различных, да, образовательные, другие сферы, имеется в виду, в сфере экономики, бизнеса. Есть некоторые женщины занимаются чисто такими производством выпусков своих собственных передач. Это, сейчас технология позволяет, собственно, дома либо по личной инициативе выпускать какие-то подкасты и размещать на интернет-площадках. Да, платформах. Расскажите нам, пожалуйста, а какую роль играют женские объединения и ассоциации развития предпринимательства и защите прав женщин-предпринимательниц? Я могу сказать, что объединение женщин играет большую роль в плане того, что именно продвигает свои права, интересы с тем, что для того, чтобы расширить возможность женщин в предпринимательской деятельности. У нас в стране имеется ряд общественных объединений, именно женских объединений, которые консолидируются и затем проблемы, разные вопросы выносят на уровень государственных органов, на уровень кабинета министров, где проблемы решаются путем принятия каких-то нормотворческих решений, да, скажем. Законодательные какие-то инициативы принимаются, какие-то инструменты НПА принимаются, направленные на поддержку женского предпринимательства. И я могу сказать, что наши женщины, женские объединения очень активные, которые умеют, в общем, добиться своих каких-то поставленных задач. А каковы ключевые направления государственной политики развития женского предпринимательства? Как вы знаете, в 2021 году со стороны Кабинета министров была принята государственная программа поддержки женского предпринимательства 22-26. На сегодняшний день данная программа реализуется со стороны государственных органов. В реализации задействованы все государственные органы, и это на сегодняшний день является приоритетом. Кроме того, я могу сказать, что Министерство экономики, как политикообразующее министерство, непосредственно придает большой акцент на поддержку развития. И есть отдел, который непосредственно занимается вопросами женского предпринимательства и вырабатывает политику. Министерство, кроме того, всегда служит площадкой для того, чтобы женские объединения могли обратиться напрямую в министерство и решать проблемы женщин-предпринимателей. А какие программы и инициативы разработаны для стимулирования женского предпринимательства и как осуществляется мониторинг их реализации? Как я сказал, принята государственная программа, и эта программа содержит эти ключевые направления в части поддержки и развития женского предпринимательства. Это первое – это законодательство и регулирование этого направления.
Второе – это доступ женщин к финансовым ресурсам, доступ женщин к информации о предпринимательстве. И четвертое направление – это развитие предпринимательских навыков и усиление общественных объединений, именно бизнес-ассоциаций, связанных с женским предпринимательством. Спасибо вам большое за подробный ответ. А теперь расскажите нам, пожалуйста, какие шаги предпринимаются для разработки и внедрения законодательных инициатив, направленных на регулирование и поддержку женского предпринимательства? Именно путем принятия программы, государственной программы «Женское предпринимательство», в рамках реализации программы недавно на Джоур Кенешем было принято по инициативе депутатов принято определение, законодательное понятие, введено законодательное понятие о женском предпринимательстве. И эта законодательная инициатива уже подписана со стороны президента. Мы надеемся, что с принятием этого закона даст толчок на большее развитие женского предпринимательства в нашей стране, поскольку это позволит ввести показатели в сфере статистики, то есть это будет у нас на статкомитет вести статистику количества женщин, которые занимаются регулярно, публиковать количество женщин, которые заняты в экономике. Это даст возможность фиксировать коммерческим национальным банкам, фиксировать, сколько женщин получает кредит, какая сумма и куда какие сферы направляется. И в целом, я думаю, что женское понятие это даст уже, получается, в последующем государству, кабинету министров закладывать в бюджете страны статью на поддержку женского предпринимательства. Очень интересный момент. А как осуществляется обратная связь для совершенствования поддержки женского предпринимательства государством? Как я ранее сказал, что со стороны государства принята программа поддержки и развития женского предпринимательства. В рамках реализации этой программы по инициативе женщин, женских объединений, предпринимателей, депутатов, лидеров, депутатов женщин нашей страны, на площадке Министерства экономики образован консультативный совет по поддержке и развитию женского предпринимательства. Это служит площадкой для решения вопросов, проблем женщин-предпринимателей, куда выносятся вопросы и путем обсуждения принимаются какие-то решения. Вырабатываются рекомендации, и со стороны государственного органа, включая Министерство экономики, эти проблемы решаются. Нурбек Сейдахматович, спасибо вам большое за интересную и содержательную беседу. Уважаемые зрители, надеюсь, наш подкаст получился и для вас содержательным и полезным. До новых встреч!